Союз женщин тюркского мира «Умай Ана» объявил, что наградит выдающихся женщин тюркского мира за их заслуги перед своим народом. Премия Ассоциации «Мать Умай» тюркского мира была присуждена доктору Макфирет Кемаль Юнусоглу, уйгурской турчанке, преподавателю Стамбульского университета Бейкент и президенту фонда Уйгурской академии. Макфирет Кемаль Юнусоглу была представлена Союзом женщин тюркского мира «Умай Ана» к столетию республики. В программе, которая пройдет под названием «Церемония вручения премии Матери тюркского мира», она будет награждена за заслуги перед тюркским обществом. Абдулхаким Идрис, руководитель Центра уйгурских исследований, продолжает свою программу, которая началась 8 декабря в столице Индонезии Джакарте. Абдулхаким Идрис организует 10 мероприятий в 5 городах Индонезии, связанных с продолжающимся геноцидом уйгуров в оккупированном Китаем Восточном Туркестане. Абдулхаким Идрис сообщил, что китайское правительство пригласило в уйгурский регион 56 НПО из Индонезии. На своих конференциях он призвал индонезийские НПО не ездить в Китай. 10 декабря, в 75-ю годовщину принятия Всеобщей декларации прав человека, правозащитники, состоящие из уйгуров, гонконгцев, тибетцев и китайских демократов, провели в Лондоне совместное заявление для прессы и акцию протеста против Китая. Сначала протестующие собрались перед зданием Министерства иностранных дел Великобритании и прошли маршем от центра Лондона до посольства Китая. Протестующие призвали международное сообщество обратить внимание на серьезные нарушения прав человека в Китае. Стало известно, что Китай пытался подкупить тайваньского пилота, подполковника, 15 миллионами долларов за посадку вертолета CH-47 «Чинук» американского производства на авиабазе, принадлежащей ВМС Китая. В обвинительном заключении, подготовленном прокуратурой Верховного суда Тайваня, говорится, что пилот-подполковник находился в тесном контакте с китайскими шпионами с июня 2023 года, а в директиве, данной пилоту от китайцев, вертолету «Чинук» было приказано прилететь по малой высоте вдоль побережья острова и приземлиться на авианосец ВМС Китая. Премьер-министр Испании Санчес выступил на Генеральной ассамблее Европарламента по случаю завершения председательства Испании в ЕС в конце декабря. «Пришло время открыто говорить о том, что происходит в Израиле и Палестине», сказал испанский премьер, призвав депутатов Европарламента прекратить молчание и говорить с той же ясностью и единством о том, что происходит в Израиле и Палестине. Китай заявил, что не признает решение Верховного суда Индии об отмене особого статуса Джамму и Кашмира конституционным. Официальный представитель МИД КНР назвал решение превращения Ладакха в отдельный регион односторонним и незаконным. Китай заявил, что внутренняя юрисдикция Индии не изменит того факта, что западная часть границы принадлежит Китаю. «Мы не сдадимся террористам», сказал премьер-министр Временного правительства Пакистана Анварул Хак Хакар, имея в виду теракт, в результате которого погибли 23 солдата. В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва 23 солдата были убиты и 6 боевиков нейтрализованы в результате нападения смертника на пост безопасности с использованием заминированного автомобиля. В столкновениях, вспыхнувших в разных частях одного региона, погибли 2 военнослужащих и нейтрализован 21 боевик. Ответственность за нападение взяла на себя группировка пакистанских талибов Техрик и Джихад Пакистан.